Добрый день, наши дорогие телезрители! С вами солнечная и позитивная программа «Коншуах» на телеканале Акжаик. На календаре 29 июля, четверг. Спешим пожелать вам отличного настроения и успешно завершенных дел. Пусть эти ясные и теплые деньки зарядят вас только позитивом, как и наша передача. Поэтому оставайтесь с нами. После музыкальной композиции мы продолжим нашу программу. Біреуді жақсы көрген қандай жақсы нұрланып кетеді екен бар айнала. Жақсы көру не деген керемет өмірді сезінуге қуанып көзілуге адамға жақсы көру керек Медадың аумайды екен жарық күннен ғашық боп қалғанымды жан ұқтым мен келбетің көз алдымда ойымда сен өзіңді жақсы көріп қалыппын мен жақсы көру не деген керемет өмірді сезінуге қуанып көзілуге адамға жақсы көру Жақсы көру не деген керемет өмірді сезінуге қуанып көзілуге адамға жақсы көру керек өмірді сезінуге қуанып көзілуге адамға жақсы көру жақсы көру Буквально месяц назад с наступлением сильной жары стало известно, что в соседней области Мангостауской наблюдается сильная жара, засуха и падеж скота. Крестьянские хозяйства просто страдают от отсутствия воды для скота. По официальным данным, в области произошел падеж свыше 2000 голов скота. Не у всех есть фермеров возможность содержать их в крытых помещениях или покупать корм. И тогда на помощь Мангостауской области пришли волонтеры Алматинской и Туркестанской областей, которые мобильно собрали сено и отправили в Мангостаускую область вагонами. Оттуда сельские активисты распределяли сено
по крестьянским хозяйствам, где наблюдается падеж скота и где скот страдает от голода. Такой благородный и сильный поступок просто вдохновил всех казахстанцев. И сегодня у нас в гостях те самые волонтеры, которые приехали буквально несколько дней назад. Целью визита является отправить фуру с кормом из города Уральск в Мангыстаускую область. Об этом и не только мы сегодня поговорим с нашими гостями. Сегодня у нас в студии я бы хотела приветствовать наших гостей. Ерлан Тулюбай, журналист, композитор и учредитель благотворительного фонда «Турнар Бизнес Групп 2021. Муратбек Султанбай, волонтер благотворительного фонда «Алаш Шанрага» и Алтынбек Тажгалиев, волонтер города Уральск. Здравствуйте, уважаемые гости. Добро пожаловать в город Уральск. Добро пожаловать в студию телеканала Акжаик. Мы рады вас приветствовать. Как город Уральск вас встретил? И подробнее расскажите о цели визита в город Уральск. Приветствую город Уральск. Да, нас очень тепло, вот волонтер, брат наш нас встретил. Ну, все отлично, пока настроение очень хорошее, позитивное. Думаю, дальше также с этим позитивом приступим к работе нашей. Так как мы до этого занимались в Туркестанской же области этими действиями, сейчас это, там в Туркестанской области народ так хорошо, такой дух народа поднялся, братство, единство. Аж в деле показали более 80 вагонов сена мы в Мангыстаускую область отправили. Большая благодарность, да. Да, в этом деле мы хотели бы особо, вот, пользуясь каналом вашим, благодарность Туркестанской области проявить и передать. Потому что, когда мы начинали это дело, ну да, вначале кто-то не верил в это дело, кто-то даже не хотел помогать. Но тем не менее мы первые дни сами сено, когда косили, собирали. Были трудные моменты, но в тот момент аким Туркестанской области увидел наши действия, Умирзак Шукеев Аламз. И он распорядился, чтобы нам поддержку дали по всему области. И начали не только акимат, допустим, и предприниматели, и молодежный центр, волонтеры, и простые жители. Все, короче, собрались, и в этом деле, я думаю, в Туркестанской области никого не осталось. И продолжая это дело, вот новый министр сельского хозяйства, он тоже очень нам посодействовал в этих делах. И еще Казахстан Темиржолы, вице-президент сам лично приезжал к нам, поддержал. И по всему Казахстану, то, что мы сейчас отправляем сено, сделал нам бесплатную дорогу по железной дороге. И это надо особую благодарность сказать, потому что это тоже очень большая работа. А что вас привело именно в город Уральск? Ну, здесь вот волонтеры города Уральска нам сообщают, ну, там, допустим, в Туркестанской области засуха тоже, сена мало, а у вас здесь город зеленый, здесь сена еще больше оказывается. Мы не знали, вот со вчерашнего дня видим, здесь можно, если Туркестанская область 80 отправила, здесь можно минимум 180 вагонов сена отправить. Да, у нашей области потенциал большой в плане сенокоса. Да, Да. Просто здесь, конечно, уже наладить работу. Для нас это тоже ново. Вот, ну, посмотрим, как все сложится. Дай бог, что будет все замечательно. И у нас тоже народ, фермера, надеемся, откликнутся и помогут. Да, конечно. Ерлан, какие у вас впечатления от города Уральск? Ассаламу алейкум, Алаш жұрты, қазақ елі, арма Ақжайық, мынау Ақжайыққа келген кезде, Оралға келген кезде, осы Ақжайық телеканалдың төріне қонаққа шақырып жатқандарыңызға рахмет, ұжымға, телеарна басшылығына рахмет. Біз мынау Мұратбек бауырымызбен құрмет бауырымыздың алғаш үн тастап қазаққа, Алашқа енді. Мынау Маңғыстауда мал қырылып жатқан кезде, ел басына күн туғанда етікпен су кешетін азаматпыз ғой. Алатауда арқамызды кеңге сап жата алмадық. Осы құрметтердің, талғаттардың, осы бауырларымыздың, Маңғыстаудағы бауырларымыздың үніне үн қосайық. Жаңағы мынау Оралда жем дайындап жатқанымыз
жаңағы көтеремді орнынан тез тұрғызатын жем. Соның дайын болған алғашқы 20-30 тонасын бүгін фурамен неге жібермекшіміз, Бейнеге. Бұл жерде бізде Туран бизнес групп 2021 деген жігіттердің ұйымдастыруымен қасымда Таңнұр тасымал компаниясының менеджері Қарқын Сейсенғазы бауырымыз екеуміз келдік. Алла қаласа бүгін сол дайындаған жемімізді Бейнеге жолға саламыз. Сонымен бірге бұнымен тоқтап қалмаймыз, артынан қанша дайын болады, соншасын жібереміз. Және де 5-6 фура шөп дайын болу керек. Дайын болса, оны да бірге бүгін жолға шығаруға тырысамыз. Понятно. Значит, идет полным ходом подготовка. Отправить в Мангостау фуру. Получается, и корм вы отправляете, и сено тоже, да, в том числе? Да, я вот еще раз подчеркну то, что у нас вот кто активисты, гости, волонтеры, они вот с юга и вот с южанским таким настроем не успели сами сюда приехать, в Уральск сами лично, уже порешались как бы дела, уже наладили немножко связи, уже организовывается сейчас фура, уже загружается, то есть моментом, то есть не успели даже уже освоиться здесь у нас в городе, уже сразу активно к действиям уже. То есть очень молодцы, да, очень позитивные ребята. Да, согласна полностью. Буквально вот несколько дней назад вы также сняли видеоролик, когда вы отправляли из Туркестанской области в Мангостау фуру и, можно сказать, отправили привет, пожелания в город Уральск, чтобы мы также оказали помощь в Мангостауской области. Да? Поэтому этот видеоролик мы хотим сейчас показать нашим жителям, нашим телезрителям, чтобы они тоже вдохновились вами и оказали помощь в соседней области. Ассалаумағалейкум, Орал қаласындағы ағайындар, бауырлар, дос жекжаттар. Міне біз Шымкент қаласындағы тупикте тұрмыз. Сіздерге барлығыңыздан жалынды сәлем. Оңтүстік халқынан өздеріңіз көрдіңіздер. Батысқа бүгінгі таңда 80-ден астам вагон жіберді. Осы жігіттердің арқасы, осы оңтүстіктегі бауырларымыздың бауырмашылдығы, ауызбіршілігінің арқасында енді бұл үндеуді сіздерге жолдай отырмыз. Өйткені сіздерде де атсалысып қосыламыз деген жігіттер шығып жатыр. Солардың барлығы естісін, көрсін деп осы үндеуді жолдап жатырмыз. Уважаемые братья Уральска, здесь Южно-Казахстанская область показала и доказала своими действиями, что на сегодняшний день мы отправили с этого региона более 80 вагонов сена в Мангостаускую область. И здесь я своими глазами и увидел и участвовал в этих действиях. Здесь действительно братья южане наши, очень сплоченные, дружелюбные, единые. Такой дух у них. И хочу передать этот дух вам, в город Уральск. Дай Аллах, завтра мы приедем к вам и начнем эту работу. Пожалуйста, не оставайтесь на стороне, объединяйтесь, помогайте, вместе давайте. Мы вместе едины всегда. И на этот раз тоже докажем это дело. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Ассаламу алейкум, Уральск. Ассаламу алейкум, Талғат. Құдай қаласа, міне Шымкенттен Мұрат бауырымызды сендерге жіберіп жатырмыз. Аманат сендерге. Сендерде бірлесіп Маңғыстауға көмек берейік бірлесіп. Дорогие телезрители, а мы продолжаем программу «Коншуах» на телеканале Ак-Жайык. Только что вы увидели видеоролик от волонтеров Туркестанской области, которые оказали помощь и отправили 80 вагонов сена в Мангостаускую область, где сейчас наблюдается засуха. И, уважаемые телезрители, я бы хотела вам напомнить, что, как и обычно, мы работаем в прямом эфире, а это значит, что если у вас появятся вопросы или вы хотите оставить пожелания нашим гостям, то для этого вам необходимо позвонить на номер 28 58 69 или оставить свои сообщения на номер WhatsApp 837 264 15. Мы будем рады услышать каждого из вас. И Муратбек, Ерлан, Алтынбек, мы только что увидели видеоролик, да, где вы призываете неравнодушных людей помочь. Скажите, на сегодняшний день как откликнулись жители города Уральск, области ЗКО или всего Казахстана? Ну, с других регионов Казахстана, допустим, город Аркалык, мне позвонили. С Аркалыка наш один единомышленник, брат, в районе 5 вагонов прессованное сено подготовил.
Вот буквально сегодня-завтра он уже будет грузить. Город Астана позвонила, город Павлодар, Караганда. А с самого Уральска сейчас несколько звонков от волонтеров было, какими работами поможем. Ну, согласовываемся сейчас. Уже есть первая помощь от волонтеров, звонки есть. Но тем не менее, я хочу вот еще раз воспользоваться телевидением и призвать неравнодушных наших братьев брать пример у министра сельского хозяйства, допустим, Ербол Кушикеева и вице-президента КТЖ, а также акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Мы все являемся сыновьями этой страны, поэтому, чтобы никто не остался на стороне, волонтеры, бизнесмены, простые жители, кто как может, своими работой своей, кто косить сможет сено, кто-то там грузить может, кто-то может деньгами помочь. Всех, кто неравнодушен к этой теме, пожалуйста, помогите нам в этом деле. Также можно воспользоваться как раз к вашему продолжению, что вы говорили, если звонки, вопросы, в том числе, если предложения, если вы разрешите, вас, вашу программу хорошо знают, может быть, кто-то позвонит, обратится, мы свои контакты оставим, естественно, у вас есть, и, думаю, дело сдвинется. И это, я думаю, даже вот это все движение, это и есть наглядное фактически воплощение нашего пути Рухани Жаңғыру, который говорили, да, который вот оно единство, вот оно понимание, братская помощь в трудную минуту. Сказано в точку. Спасибо. Да, точно, правильно сказали. Рухани Енді Жаңғыру. қазақ малдан айырса, бардан айырылады ғой. Осы кезде мысалы жаңағы құрмет Мұратбек бауырларымыз әр қазақ менің жалғызым деп атқа қонып, міне бүкіл Қазақстанды, күллі қазақты атқа қондырып жатыр. Бұл жігіттерден қалай айна алмайсыз енді. Менен бірінші осы эфир арқылы алаш жұртына, қазақ еліне осы Мұратбек, құрмет сияқты бауырларымызға президентіміз Тоқаев лайықты бір не көрсетсе, осылардан үйрену керек. Өнен кейін енді бүгін біз мынау фураны жүргізгелі отырмыз. Осындағы жаңағы патриот жігіттер бар, патриот осындай бір группа, сондай. Қандай? Патриот. Патриот, иә. Патриот. Сол жігіттерді кеше қарсы алып, бүгін бізді жолға салып жатыр. Енді ол жерде біздің жолымызды, жаңағы фураны, жаңағы баратын Бейнеу ауданының әкімшілігі қолдап қарсы алып отыр, бірақ. Оған рахмет айтамыз енді. Получается, здесь у нас вопрос от нашего телезрителя. Вопрос звучит так. Какие планы на Уральске есть, кто вас поддержал тут? Ну, на данный момент, кроме группы «Патриот», пока связи никаких не налажено. Но мы сейчас переговоры ведем по железнодорожному тупику, где наш пункт приема будет. Вот это сейчас обозначим, и там, я думаю, уже дальше работа наладится. Да. Ну, я отмечу, со мной добавлю, конечно, только приехали, и еще только, есть время. еще есть время, да, только сейчас, вот мы сегодня, завтра, да, будем как раз уже встречаться, общаться, потому что, да, и еще раз замечу, немножко от сельского хозяйства мы сами лично далеки, все же городские жители, вот, ну, дай бог, мы все устроим. Ну, здесь вы также отмечали то, что, получается, вы принимаете сено, и плюс, если будут перекидывать деньги, да, получается, сбор средств тоже, да, принимаете? Ну, потому что это уже в нашей практике было. Нам звонят, говорят, братья, мы вместе, мы тоже неравнодушные, но мы работаем. Так что вот, я вам такую сумму отправляю, купите на эти деньги сено. И мы на эти деньги покупали сено и грузили от их имен, кто вот помогал нам. Да. Ну и в том числе, вот даже вот здесь на видео видно, небольшую тоже помощь, это своими силами, руками, потому что тоже все это загружать, передвигать, да, перевозить, это тоже... Физическая помощь. Да. Физическая помощь обязательно. Бір мысал жаңағы құрмет Мұратбек бастаған бұл жігіттер бір Түркістаннан 80 вагон шөпті жөткеп, бүкіл Қазақстаннан алғанда 100-ден астам вагонды жөткеп жатыр. Енді мына қазір Оралға келіп жатыр. Осы Оралдағы барша жұртқа айтарым осы, жаңа патриот жігіттердің маңайына ұйымдасып, бір қолдан жең, бір бастан
бір жағадан бас, бір қолдан, бір жеңден қол шығарып, ұйымдасып жүруін сондай бір не қыламыз да өтінеміз. И здесь поступает еще один вопрос от нашего телезрителя. Сколько планируете пробыть в городе Уральск и куда можно перевести средства? Есть ли реквизиты? Да, есть, мы у вас тогда оставим Да, реквизиты конечно. в редакции. Примерно сейчас на данный момент планируем в районе 10-15 дней здесь пробыть. Потому что сейчас со всех регионов Казахстана нам звонки поступают. И мы, можно сказать, даже где-то не успеваем уже. До осени мы в Мангистауской области должны корм, сено предоставить, чтобы у них на зиму все уже. То, что мы сейчас отправились в Туркестанской области, это только сейчас, чтобы... На текущий, да? Только. А еще зима впереди, поэтому работы очень много. Но, тем не менее, будем стараться. Ну, в районе 10-15 дней здесь будем. Получается, смотрите, вы собрали сено, направили вагонами в Мангистауской области. Получается, там же активисты распределяют кому, да? Там какие не только районы активисты, есть и охватывает? с акимата, с мечети, все представители, Аксакалдар Тырагасы. Ну, там тоже сплотился, работа кипит. Если по станциям сказать, станция Мангишлак, станция Бейнеу, станция Житыбай, и станция Узин, и станция Каракия. 6 станций есть. Вот к этим 6 станциям мы по 2, по 3 вагона направляли. Нагружаете, и там они уже распределяют нуждающимся людям? Да. Или В первую кому? очередь они там дают малообеспеченным семьям, детей, семьи, которые инвалиды есть. Потом уже, ну, крестьянские хозяйства, у них тоже много скота, падеж был. Поэтому им тоже сейчас начали помогать, чем можем. Ну, никого не разделяем, допустим, там все в процессе. Вы потом контролируете процесс, как там распределяют? Да, они, допустим, у них у всех есть список, там тоже есть люди, которые, активисты, ведут список вместе с акиматом, с представителями акимата и вместе с представителями каждого сельского, там в каждой селе же есть такой активный человек, и они все этим списком, допустим, работают. Теперь понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос, наши дорогие телезрители. И здесь возникает следующий вопрос. Чья была инициатива открыть, начать сборы, помочь соседней области? Вот это очень правильный вопрос задали. Эта инициатива, вообще, этот парень, его зовут Курмет. Он живет в Туркестанской области. Он самый первый вот увидел по телевизору, по новостям, что там массово гибнет скот, и он не удержался, взял в руки орак и пошел, говорит, я, ладно, деньгами не могу помочь, но я хотя бы, говорит, вагон, может быть, одну машину сена, но я скосить своими руками смогу и буду это делать. И он где-то 3-4, в общем, один кос. И я, допустим, живу в Алматинской области. Я видел это, как он косит, ходит один там. И решил к нему присоединиться. И так, вот так мы объединились. У нас с каждым днем увеличилось. Сейчас в Туркестанской области собирают и работают ребята, более 100 ребят уже работают. У нас в Туркестанской области работа еще не остановилась. На сегодняшний день вот 5 вагонов с утра завезли. Уже 4 вагона загрузили, 5-й сейчас остался, грузят. В Туркестанской области 2 пункта у нас обозначено, город Чимкент и город Сарагаш. В Чимкенте тоже 5 вагонов стоит загруженных, и в Сарагаше 4 вагона стоят. Там работу мы вообще хотели остановить, потому что там уже как бы тоже сена мало, засуха. Но народ звонит нам, говорит, нет, не останавливайте, пункт не закрывайте. Каждый день туда идет, кто-то 50 тюков сена принесет, кто-то 100 тюков, ну, каждый день туда поступление идет. Поэтому работаем. Ну, это, конечно, радует, что народ сплотился и оказывает таким образом помощь. Ерлан, скажите, вы как стали частью этой команды, такого благородного дела? Енді біз енді қазір елдердің барлығы шөп жіберіп жатыр да, шөп жіберіп жатыр.
қыс болса жақындап қалды. Енді бұл қазіргі апат емес та, қыста одан да үлкен апат болуы мүмкін. Сол үшін біз енді жаңағы Тұран бизнес групп 2021-дегі жігіттер ойласа келе, жаңағы қоспа жем, араласпа жем. Араласпа жемді ойлап таптық та, осы Оралдан жаңағы Батыс Гарин деген сондай бір компания бар. Сұлтан деген бауырымыз, сол бауырымыз осындай жем дайындап жатырмыз да, жаңағы. Өте тез жаңағы жығылған малды орнынан тұрғызатын. Біз енді бүгін бірінші фураны аттандырайық деп отырмыз. Бізде тоқтап қалмаймыз. Енді осы мүкеңдердің үніне үн қосып, жігіттердің үн қосып, біз ары қарай жұмысымызды істей береміз. Енді бүгін Алматыдан жеткен жаңалық, Алматы облысы еңбек заводында Мақсат Толықбай бауырымыз бастаған 25 вагон. Бүгіннің өзінде түске дейін деді ме, 5 вагон дайын болып, тағы 5 вагон қойып жатыр екен шөпке. Алматы облысы еңбек заводынан. Бұл енді мына мүкеңдердің, құрметтердің жұмысының нәтижесі, табысы. Жалпы қазақ жарыса үн қосып қазір. Жақсы болып жатыр, қуанып жатырмыз. Да, это общая победа, общая радость. Да, это, как говорится, да, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, такая пословица. Потому что вот такая вот ситуация негативная, как засуха, да, произошла, и она дала единение и народа. И единение тоже, естественно, да, это с госорганами, потому что активно тоже помогают, активно сотрудничать с акиматами, с управлением сельхозуправлений. Сейчас и здесь стоит отметить, что и у нас в ЗКО налажена работа, помимо того, что вот сейчас ребята-волонтеры, уже налажена работа на уровне акиматов, на уровне областного, районных акиматов. Уже отсюда с ЗКО у нас отправляли фуры тоже и с зерном, и с сеном. И как бы просто помощь лишняя от волонтеров, от народа не будет. То есть потому что везде нужны тоже, да, вот инициативные ребята, которые будут это все организовывать, сплочать. А так вот здесь уже в ЗКО у нас работа по этому поводу начата. Вот. А вот с нашей стороны вот, местных волонтеров, да, как вы объединились с волонтерами Туркестанской области, чьей вот, тоже была инициатива? Да, инициатива, вы правильно заметили, да, была у нас Талгат Чудабаев, небезызвестный, да. Вот. Он лично до этого ездил на юг, был у него вояж, да, и как раз он заезжал и в Чимкент, и в Туркестанскую область, так и познакомились. И, естественно, да, когда про нашу область, изюминку, то, что зеленый регион предложил, да, помощь, и так вот началось наше взаимодействие. А в настоящий день сколько уже собрано? Ну, как сказать? Вот еще первая фура корма собранная на сегодняшний день. Но это только начало. Да. Да. Еще раз вы, если будете дней 10-15, в принципе, да, мне кажется, 180 вагонов, мы надеемся, соберется. Да. Это кропотливая работа, да, и это просто, может, сейчас это 10-15 дней, а так эта работа, как говорили, это до осени, то есть здесь непочатый край. Да. Сейчас самое главное вот начать эту работу, потом она будет продолжаться до осени. Потому что, да, отметим, взаимодействие идет с акиматами, с сельхозуправлениями. Это, думаем, работа, конечно, наладить, и усилить, и дай бог, все пойдет нормально. Ну, получается, госорганы тоже ответили, естественно, тоже взаимодействуете, да? Хорошо, спасибо. Уважаемые телезрители, сейчас я предлагаю нам послушать музыкальную композицию. Далее мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. Жүрсің ай, ай гүлсің ай, ай
қайда жүрсің ай. Солғын ашып аспан болдың, сенің күміс күлгің есімді алған ай. Шіркін тауып көңіл көлдің, өтсіздің мен бір күн айқай арман ай. Ай гүлсің ай, оу нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Ай гүлсің ай нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Ай гүлсің ай нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Ай гүлсің ай нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Құшағыңды айқар ашып құлпырасың, жайқаласың, оны қалай байқамасын менің жанарым. Ай гүлсің ай нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Ай гүлсің оу нұрсың ай, жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Жолықпа ерде қайда жүрсің ай. Дорогие телезрители, а мы продолжаем солнечную программу «Куншуах» на телеканале Акжаик. И, как обычно, мы работаем в прямом эфире. А это значит, уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы или пожелания нашим гостям, то для этого вам необходимо дозвониться по номеру 28 58 69 или оставить свои сообщения на номер WhatsApp 837 264 15. Мы будем рады услышать каждого из вас. И сегодня у нас в гостях, я бы еще раз хотела напомнить, волонтеры, гости из Алматинской и Туркестанской областей. Они оказали помощь Мангыстауской области во время засухи и отправили 80 вагонов сена в Мангыстаускую область. И сегодня в Уральске они с целью отправить еще больше вагонов и фур с кормом. И, уважаемые гости, теперь скажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее, на ближайшую перспективу? Ну, планы, допустим, до осени, до сентября, до середины сентября. Вот сейчас мы вот начали выезд в регионы. Наш брат тоже, Курмет, он вчера поехал в Павлодар. А мы с этой стороны, вот сейчас, если Уральск у нас работа пойдет, дальше не останавливаясь в Актюбинскую область. Ну, в Актюбинской области там все равно проедем это. Кустанайская область, Карагандинская область, Петропавловск. Ну, все регионы Казахстана, потому что у нас звонки бесперерывно идут со всех регионов Казахстана, кто видит по социальным сетям, по новостям. Хотят, чтобы у них тоже приехали, начали эту работу, что готовы хоть один тюк сена передать в Западный Казахстан. Таких людей много, поэтому планы такие, весь регион Казахстана объехать. Угу. Пожелаем тебе успехов в ваших дальнейших планах. Спасибо. Енді алыстан қазақ десе аттанамын, болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен қалай қазақтан тасқанам дейді ғой. Енді бұл жаңа Құрмет бауырымыздың жан айқайын, Мұратбектердің несін
жаңағы әлеуметтік желіден көрдім де бірден құрмет жаңағы Талапқазы бауырымыздың несін таба алмадым желден. Бірақ Мұратбекті таптым да Мұратбектің жекесіне хабарласып, қалай Мұратбек, біз қандай көмектеріңе жарай аламыз? Біз енді сендердің көмектеріңе жарап, сендердің үндеулеріңе үн қоса алсақ, біз енді біздің жұмысымыз сол деп, енді алғашқы бір 20 тонна фура шөпті жаңағы Тұран бизнес групп 2021-дің жігіттері аттандырып жатырмыз, енді болған жемді. Енді бұл ары қарай жалғаса береді. Енді болашақта да осындай жігіттердің көптен шыға беруін, қазақтардың жалпы жарысы ұңғатуын не қылам. Азаматпын, ұлтты сүю міндетім, қазанатпын, үкілейтін жүлдесін, қазақ атын күлі дүние білгесін, адалдықтың кірлетпейік мүрдесін, алашым деп атқа қонар, шіркін-ау көбейсе екен Мұратбекпен құрметім. Осындай Мұратбекпен құрметтей азаматтар көбейе берсін. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге де. Спасибо за такие стихи, было неожиданно, такая импровизация, да? Хотелось бы также вам пожелать успех в ваших дальнейших планах. Спасибо, что поделились. Алтынбек, вы продолжите, получается, волонтеры, уже начатое дело Ерланом и Мұратбеком, да? Ну да, мы, конечно же, окажем содействие и надеемся, что эту общую волну подхватят и другие у нас, и волонтеры, и ребята, госорганы, фермера, потому что такие как бы моменты, да, например, негативные, то есть они сплочают народ и уже показывают, отрабатывают все системы, механизмы, например, да, вот была у нас, например, чрезвычайная ситуация, например, в Арысе взрыв, да, то есть то же самое всей страной, всей республикой, всей народом оказали помощь. Не то, что, может быть, она там где-то прям нужна была там сильно материально, это больше, например, наверное, как-то морально, психологически, чтобы народ объединить, чтобы почувствовать себя частичкой этого народа, частичкой этой страны. Вот так и здесь, например, тоже та ситуация засуха, которая сложилась, да, климатическая в Мангистауской области, где не было дождей, и такая ситуация. Это тоже, наверное, останется в памяти, останется в истории, и как бы никто не застрахован от таких происшествий, то есть и никому, конечно, такого не желаем, но в таких моментах мы должны, наверное, показать свой дух, свою солидарность. И я думаю, что и призываю, что у нас многие люди откликнутся и примут участие в этом благом деле. Спасибо большое. Здесь вопрос от нашего телезрителя. Он интересуется, сколько помещается сена в один вагон и сколько стоит средняя цена одной телеги сена. В один вагон, если прессованы вот такие тюки, около 1000. Это зависит от вагона. Есть большие вагоны, туда 1200, а вот эти красные вагоны, туда 1950, вот так, в этом количестве. Одна такая прессованная сена стоит, ну, здесь я еще цены не узнавал, но в Туркестанской области от 700 до 1500 тенге. Ну, у вас в этих регионах в основном рулоны вот эти круглые. Тюками, да. Рулонные тюки. Но цены мы еще не узнали, где продается, еще это не успели узнать. Потому что у нас здесь разница тоже самое. А если в вагон, помещаемость в вагон, эти круглые тюки, где-то в районе 40 тюков в один вагон зайдет, сказали. Интересно. А вот вы отметили, что параллельно еще и Құрмет, то есть ваш коллега, он тоже ездит по другим областям. Вы, значит, разделились по командам. Какие еще области обхватывают ваши коллеги? Ну вот Алматинская область, видели, 25 вагонов. Мы вчера, буквально позавчера, по-моему, да, были в Алмате. Сами лично один вагон загрузили, первый вагон. Отправили уже, этот вагон уже в пути. И дальше там уже наши такие же единомышленники, волонтеры эту работу продолжают. Вот на сегодняшний день уже где-то уже 26 или 27 вагон грузится там. 30 числа выезжает. Также вот в Восточной Казахстанской области тоже наш волонтер один брат, он в районе 20 вагонов приготовил сено. Но он нашу помощь ждет, чтобы мы ему приехали, помогли организовать транспорт, логистику организовать. А так у него в районе 20 вагонов сена уже готовые есть.
Также вот город Атбасар, Костанайская область, вот сейчас перед студией он мне звонил, где-то около 5 вагонов сена у него готово. Также он попросил содействия, вроде бы сейчас это решается, у них с техникой немножко сложности. Ну, такие готовые сена со всех регионов Казахстана очень много. Просто здесь трудности немножко есть в логистике, в перевозке с места до тупика, допустим. И это же труд тоже, надо работать, там грузить, людей нужно привлекать. Да, конечно. Получается, весь Казахстан сплотился Да, и да. помогает, да? Ну, как наш Елбасы говорит, рухани жаңғыру, действительно, этот процесс очень сильно идет. Допустим, вот сколько сейчас у нас открыт чатов, запад с югом, восток с севером, все друг друга знакомятся, как-то чем-то помогают, знакомых там передают, чтобы если я не могу, вот мой родственник поможет. Вот, и Улыжибек жолы, допустим, у нас говорили, да, раньше? Ну, вот этот транспортный путь, вот этот, через железную дорогу, вот, восстанавливается наш великий шелковый путь. Хорошо, теперь ясно. Спасибо большое, Муратбек. И здесь пишут наши телезрители, и не вопросы, а пожелания. Здравствуйте. Очень рада видеть, что есть такие люди, которые оказывают помощь в Мангостауской области. Желаем вам осуществить задуманное и принести больше пользы для нашего народа. Спасибо, уважаемые телезрители, за все пожелания. И, в свою очередь, хотелось бы услышать теперь и ваши пожелания нашим телезрителям, ваши напутствия, что бы вы сказали, собственно говоря, жителям нашей области. Уважаемые жители и гости города Уральск, спасибо вам за теплый прием. Очень рад, что первый раз приезжаю сюда. То, что здесь есть тоже такие же, как в Южной Казахстанской области, которые неравнодушны, хотят эту работу, предлагают нам, вот давайте здесь тоже. Всем огромное спасибо и надеемся, что помогут волонтеры и неравнодушные люди. На помощь очень много выйдут, думаю, и надеемся на это. Спасибо вам. Спасибо, Муратбек. Енді мынау Орал деген қазақтың алаштың тарихи ордасы, қаласы ғой. Осы тарихи ордада, осы қалада осындай бір тарихи жұмысқа Мұратбек сияқты, Алтынбек, Талғас сияқты жігіттермен, құрмет бауырым сияқты жігіттермен бірге осындай игіске қосылып жатқаныма өзім мақтаныш етемін. Жалпы қазаққа оян алаш, айбарлан қазақ деймін, айбарлан алаш деймін. Қиындыққа мойымайық. Бұдан да қиындық күндерден өткенбіз. Бұдан да өтеміз. Конечно. Рахмет. Алтынбек. Да, я хотел присоединиться и, как сказать, подметить факт, что мир не без добрых людей, мир полон добра и позитива. Верьте в добро и творите, как у нас говорит Талгат, твори добро вместе с нами, да? Вот, так что присоединяйтесь, да. Это поднимает настроение, улучшает здоровье, продлевает жизнь. Ну и зачтется, да, в следующей жизни. Спасибо большое, Алтынбек, за наилучшие пожелания. И хотелось бы в свою очередь поблагодарить вас, что приняли участие в нашей программе, несмотря на то, что вы буквально сегодня утром, да, прилетели и сразу же пришли к нам в студию, поделились своими хорошими делами и также вдохновляете других на добрые дела. Хотелось бы пожелать успеха в вашей работе, в вашей деятельности, крепкого здоровья, что сейчас очень важно, а также исполнения всех ваших желаний, чтобы вы также вдохновляли других и также объединяли весь народ, чтобы они также оказывали помощь в Мангостауской области. А в Мангостауской области, наверное, хочется пожелать, чтобы они преодолели все эти трудности и такими проблемами в будущем не сталкивались. Спасибо большое. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами. С вами была программа «Коншуак». Делайте добро, творите добро, ведь добро возвращается бумерангом. А также вдохновляйтесь такими людьми, как были сегодня у нас в гостях. До новых встреч, до свидания, всего доброго.